Днем рождения считается 22 декабря 1906 года, когда в здании нового клуба была поставлена драма турецкого автора Намика Кемаля «Жалкое дитя». Хотя отдельные представления случались и раньше, а первые татарские пьесы появились еще в конце 19 века. Вскоре появляется первая театральная труппа «Саяр» и первые артисты-звезды. Труппа колесила от деревни к деревне, выступала на ярмарках и, наконец, осела в стенах Восточного клуба в Казани. В репертуаре у них были пьесы Камала, Исхакей, Островского, Гоголя, Шиллера и Мольера. Кореев часто играл сатирические роли богачей-баев в пьесах Камала, а Гизатуллина Волжская – молодых лирических героинь. Главным драматургом начала 20 века был Галяскар Камал. Он пишет множество пьес, переводит русскую и иностранную классику. В 1922 году на базе Саяра появляется Татарский государственный театр, а в 1923 году открывается Татарский театральный техникум. Театр был протестный. Неважно, против чего протестовать. Против муллы, который хочет себе пятую жену, против родителей, которые хотят насильно женить детей, или же просто не пускают в театр, против невежества и устаревших обычаев. Все нашло отражение в яркой сатире начала 20 века. В татарских спектаклях всегда есть место для юмора, за что татарский театр часто критикуют. Это касается и самого известного татарского спектакля «Голубая шаль» Карима Тинчурина. По сюжету в деревню возвращается шахтер Булат. Он приводит своей возлюбленной Майсаре ценный подарок – голубую шаль. Но девушка нравится Ишану, местному духовному наместнику, который хочет взять ее пятой женой. В итоге Булат вместе с друзьями-разбойниками нападает на дом Ишана, поджигает его и убегает с девушкой. В спектакле проявились главные черты татарского театра – конфликт отцов и детей, описание деревенской жизни и общины, наполненная национальными мотивами музыка Салиха Сайдашева, народные песни и танцы. Спектакль идет с перерывами с 1926 года. В послереволюционную эпоху он воспринимался как этнографический мюзикл с революционным подтекстом, где протестная молодежь противопоставляется старым обычаям, а разбойники вызывают симпатию. Сейчас же спектакль превратился в туристический бренд. Татарская деревня, мулла, национальные песни и танцы – все это есть в голубой шале. Тем временем театр активно развивается в советское время. Появляются пьесы Накии Санбета и Туфана Миннуллина. В труппы театров приходит множество профессиональных артистов, в том числе прошедших Московскую и Петербургскую школу. Музыку к спектаклям пишут лучшие композиторы. Воспитывается целая плеяда художников, оформляющих татарские спектакли. Яркое оформление сцены также является отличительной чертой татарского театра. Кроме Камаловского появляется Тинчуринский театр, театр кукол, театр юного зрителя. Появляются театры в других городах республики. В 1987 году сезон открывается в новом здании театра Камала. Самым долгоиграющим спектаклем был «Старик из деревни Альдермеш» – диалоги деда со своей смертью. Удивительно, что это был спектакль, привязанный к одному актеру – Шаукату Бектимерову. Он играл эту роль 40 лет, и теперь спектакль больше не ставят. Сегодня спектакли и сотрудники татарских театров регулярно становятся лауреатами всероссийских и республиканских театральных премий. Несмотря на короткую историю в 1 век, татарский театр стал центром развития татарской культуры и продолжает быть важной частью татарского самосознания.